Еще раз представлюсь, меня зовут Ибарат. Сегодня мы будем делать все это очень для вас, для нас, ну, скажем так, по-свойски, джунукуэле, без всяких пафосных официальных речей и так далее. Поэтому еще раз спасибо большое, что пришли в субботу утром к нам за знаниями или, может быть, за опытом. Значит, в принципе, почему я с Муроко-сан разделилась, я хотела немножко сделать предисловие, почему Япония. У нас сейчас страна переходит на 12-летку, это везде обсуждается, кто-то что-то понимает, кто-то вообще ничего не понимает, у всех паника, у всех тревога, у родителей тем более. Я родитель, тоже слежу, какой ребенок у меня в какой класс должен перепрыгнуть, но непонятно, что будет потом после перепрыгивания и так далее, да? Значит, у нас есть сейчас обсуждаемые вопросы сингапурских книг, учебников, системы кембриджской, американской, хоть какой. Но я, как истинный японовед, я за Японию. И буду толкать эту идею, ну, пока у меня хватит сил. Может быть, частники хотя бы подхватят, если даже мы не сможем это, ну, как бы передать, может быть, на государственном уровне, да? Потому что, чтобы полностью страну поменять, нужно все-таки систему государственную менять и школы государственные менять. Но всегда первые пионеры – это частники. Поэтому я очень люблю частников, я сама частник. И я думаю, все, что начинается, ну вот как пионеры, начинают частники. Вот. Так вот, частники и государственники, неважно. Вот почему Япония. Я немножко перед тем, как перейти в какие-то серьезные цифры, аргументы, немножко хочу расслабить аудиторию и себя тоже, потому что я волнуюсь. Цифры, они холодные, они говорят сами за себя, про них не нужно обсуждать, доказывать, показывать и рассказать могу, но доказывать не буду. Они сами за себя скажут. Смотрите, это 22-й год. У нас же была паника по поводу того, что Кыргызстан самое последнее место занял по ПИСе в 2018 году, да? В 2018? Вот. В 22-м, я не знаю, здесь нет Кыргызстана, но здесь есть Япония. Я поделила на два. Значит, смотрите, страны ОСР – это 37 стран, Организации экономического сотрудничества и развития. И вот лидирует по математике Япония, чтение Япония на втором месте, наука Япония. Дальше это уже другие страны, все страны. Там лидирует Сингапур везде. Видимо, поэтому мы смотрим сейчас на Сингапур, да? Вот. Но есть вот, видите, вот это, ну, рамки такие, короче, синие, да? Что это говорит? Вот с этой стороны, значит, Япония, все участники, то есть дети, которые делают тест, они получают примерно одинакового уровня баллы. Если 6 тысяч детей участвовали, 6 тысяч получают примерно 530 баллов. Примерно. Здесь очень важный момент. Я хочу остановиться, что... А почему Сингапур выскакивает туда, там, в лидеры? Там, в Сингапуре, по ПИСе, очень высокие баллы набирают очень маленький слой элитных школ, где учатся дети богатых людей, получают очень дорогостоящее образование, и они набирают очень высокие баллы. Остальная толпа набирает очень мало. Но за счет вот этих, ну, скажем, да, 150 детей, они просто вытягивают эти баллы, ну, это же цифры, да, и они просто выходят в лидеры. Это просто статистика международная, не моя. А вот здесь вот страны, вот Япония, Гонконг, вот Эстония туда входит, да? Корея, Тайвань. Это вот те страны, всех этих 81 стран, это те страны, где все дети примерно получают высокий. Все дети. Есть отличия? Вот на этом я хотела сделать акцент. И вот где в школах меняют методику преподавания, вот Муроко-сан же сказал, что они полностью поменяли теперь. Дети учатся сами теперь, не без учителя. Ну, то есть учитель есть, но задача другая у учителя. И вот там, где вот это сделали, они вот такие результаты показывают. А там, где не сделали пока, там получают вот такие сингапурские результаты. Это когда частники
подхватывают передовые методики, передовые учебники, передовые какие-то технологии, инновации образования, продают это очень дорого, потому что это частники, они хотят дорого продавать. И есть слой населения, который за это готовы платить, они получают это образование и получают хорошие баллы по ПИСе. И, в принципе, страну они тянут. Но что происходит в стране? Значит, есть еще другой индекс. Это индекс экономического, социального и культурного статуса называется. Это когда вся страна, включая деревни, регионы, горы, там, не знаю, да, получает полноценное, хорошее образование. И здесь Япония стоит вон там в лидерах. Видите, красным отмечено. И если страны ОСР средний балл показывают 93, это вот ниже среднего, да, когда, Япония показывает всего 81. То есть разрыв, вот такой, разрыва там нету. Там все учатся такие, знаете, твердые ударники, вся страна. Есть поэтому в Японии вот такой у них принцип bottom-up называется на английском, снизу вверх называется, ну я так перевела. Это когда принципом bottom-up Япония добивается, чтобы основная масса была грамотной и показывала уверенные математические способности. Основная масса, вот такая большая, не 35 детей. То есть если мы говорим про класс, то не 2 отличника и остальные троечники, а это когда там, если в классе 50 детей, то 48 это твердые ударники. Да? А 2 отличники. С отличниками, кстати, Япония не работает. У них есть такая вера, как кыргызская, типа дейриндебар, оставь в покое, сам дальше пойдет. У него все равно получится. Да? Есть такие дети? Есть. С ними не надо ничего делать. Они и так получат все в мире, все, что хотят. Надо делать вот с теми, которым тяжело. Вот так работают японские школы. Кстати, и частные тоже, и государственные тоже. Поэтому Япония по ПИСе получает очень хорошие баллы. Так вот, какие цели у Кыргызстана? Для того, чтобы мы сейчас, ну, как бы поменяли нашу систему, нам сначала надо определиться, чего мы хотим. Мы хотим стать как Сингапур, чтобы у нас было 150 отличников, остальные будут их слушаться. То есть богатые будут богатеть, бедные будут беднеть. И так будет очень долго, потому что, ну, так система заложена. Вот. Делить детей на способных и богатых детей или неспособных, которые вон там вот болтаются, потому что, ну, айляджок. Да? Или мы хотим, как в Японии, 88%, это, кстати, официальная статистика Японии, это они показывают уверенные знания. Что такое уверенные знания? Это вот по-нашему, по-советски, это твердая четверка. 88%. Вот с этим, если мы определимся, я считаю, что мы определимся с моделью, которую можем взять за основу и поменять нашу тоже систему. Кстати, очень вовремя, по-моему, мы сейчас это обсуждаем. Еще одна схема, то есть цифра про Японию. Вот эта ось, видите, горизонтальная, вертикальная, горизонтальная есть. Здесь тоже Сингапур впереди планеты всей в мире. Но что это показывает? Вертикальная ось – это средний показатель математической грамотности. Именно, ну, как бы, просто по математике они просто прут вперед, вперед, вперед. Просто идут вперед. А вот эта горизонтальная ось – это как раз-таки социально-экономическая вот эта разнообразность. То есть здесь Япония впереди планеты, потому что у них все хорошо знают математику. Ну, вот такого результата добилась Япония. Кстати, вот здесь Казахстан. У меня, к сожалению, нет только с этого красной такой лампочки, которая показывает. Видите, Казахстан? Она идет по пути Японии. Потому что Казахстан, вот здесь есть Узбекистан чуть ниже. Видите? Здесь, кстати, посередине есть Турция, вон там. Вот Турция. Да? Вот Казахстан, вот Узбекистан, вот Баку, Азербайджан. Вот, можете посмотреть. То есть вот эта правая сторона, это те страны, которые стараются дать, в принципе, общее образование хорошее всем. А вот здесь вот страны, которые идут, вот Китай, Словения, Сингапур, Франция, Германия. Это те страны, которые, ну, дают образование
тем, кто готов платить. Я про школы говорю, не про университеты. Потому что в Германии, например, бесплатные университеты, да, есть. Но у них начальная школа, видимо, очень дорогая, поэтому вот такие у них показатели. Поэтому вот я про начальную школу здесь написала. Дошкольное образование, вот кто сегодня пришел, и школьная начальная школа, там в Японии вообще не заморачиваются про ПИСу. Вот их цели. Кто должен вырастить? Ребенок должен что уметь? Умение доводить дело до конца. Это первостепенная задача японского образования. Доводить дело до конца. Вот. Умение уважать других, умение проявлять заботу, дисциплина, умение учиться, умение убирать за собой. Бережное отношение к природе. Вы что-то про ПИСу видите? Нету здесь цели получить хорошие баллы по ПИСе и стать хорошими международными там, показателями. Да? Нет такой цели у началки. Но если вот этот фундамент заложить, то вы видите, что потом происходит, да? Какие цифры по ПИСе они получают. То есть у них есть твердое убеждение и доказательство о том, что вот это, если не заложите, когда ребенку 6, 7, 8, 9, 10 лет, ПИСа не будет. Ну, как бы хороших баллов по ПИСе не будет у детей, которые вот это не умеют делать. Поэтому фундамент очень важен. Ну, мы же любим строить дома, да? Вот если хотите красивый, крепкий дом, вы же сначала закладываете фундамент хороший. Если вы фундамент заложите без арматуры или там без какого-то хорошего цемента, вы что потом получите, вы сами знаете. И вот с детьми примерно так же работает Япония. Теперь я, вот пока готовилась, я подумала, кто же этим занимается у нас в Кыргызстане сейчас. Или когда я была маленькая. Вот эти вот навыки, я не знаю, что-то я умею, что-то очень плохо умею. Но, видимо, у меня фундамент не очень хороший. Вот, но кто у нас сейчас вот несет ответственность? Вот, есть версии, что детские сады должны заложить это. Вы закладываете? Вот. Есть такие версии, что должна начальная школа в 1 классе заложить ребенку вот это все. А школы говорят, что это родители вообще-то должны заложить и принести нам нормального ребенка, потому что сложно работать с детьми, которые не умеют за собой убирать. Да? Или хотя бы просто элементарно слушать учителя. Он прыгает, бегает, что-то бросает, на ребенка кидается, агрессирует. Тяжело педагогам. Тяжело. И происходит война сейчас у нас между вот этими 3 институтами. Эти хотят от этих что-то, эти хотят от других что-то. А что ребенку делать, непонятно. Поставим другой вопрос. Этот же вопрос по-другому. Почему у нас плохой фундамент закладывается? Ну, типа, кто виноват? Вот. Здесь очень много версий в социуме ходит, что виновато общество, сейчас вообще общество плохое. Виновато государство, потому что там деньги не дают, что-то не дают, что-то не делает государство. Виноват интернет и так далее. Есть еще экология. Я слышала версию у мамы одной, что вот у меня ребенок не учится, потому что сейчас же экология плохая. Он кушает, что попало, эти гамбургеры, потом он спит, такой сонный, вообще не концентрированный. Вот американцы нас испортили. Есть, так говорят же. Вот. Или говорят, вот экономика, акча-джок, там, все-то учатся в частных, а мы вот не учимся, потому что мы бедные. И так далее. Очень много. Можно сказать, что у нас фундамент плохой, потому что вот это все. Да? Но все-таки кто-то должен взять ответственность за это. Все равно, потому что так нельзя, я думаю. И вот поэтому мы как бы решили поговорить с вами про манабиай. Есть такое слово в Японии. Это когда нету готового, нету готового рецепта, как сделать хороший фундамент. Нету готовой методики. Нету человека или золотой волшебной палочки, которым махнешь, и все станет классно. И поэтому японцы сейчас, не сейчас, а уже давно, несколько десятилетий назад уже начали учиться друг у друга.
То есть, если мы сейчас, допустим, видим такую картину, что педагогов без конца отправляют на какие-то семинары, тренинги, учись этому, учись тому, да, но все равно что-то педагоги не понимают, а что дальше, как делать. В Японии то же самое. Но они еще между собой вот так учатся. Очень активно. Вот об этом будет сегодня рассказывать Муроко-сан. И, в принципе, все. И потом, в итоге, они получают вот такое общество. Вот я к чему хотела привести свою презентацию. Видите вот эту девочку, вы можете в YouTube ее найти, она очень много просмотров получила. Это обыкновенная сотрудница японских авиалиний. Работает в аэропорту. Что она делает? Она вытирает, да, вытирает каждый чемодан, представляете? И ставит вот так, чтобы получающему было удобно его утащить. Обратите внимание в аэропортах на вот эти штуки. Так делает только Япония. Я тоже много летаю. И в Дубае, и куда там мы только не летаем. Нигде нету таких людей, простых, которые думают, чтобы ты чемодан свой взял быстрее и удобно, чтобы тебе было. Это забота о человеке. Просто вот здесь у человека заложено. Или вот так, когда у них там какие-то скидки, и вот дождь еще там, стоят эти японцы, никого не дергают, не толкают, просто мирно, смиренно ждут, когда откроется дверь в Юникло. Ну вот так же умеют. Но миф есть такой, что японцы, они такие, знаешь, рождаются так. Говорят, у них генетика такая, воспитанная. Вот Котоми-сан, ребенок сейчас в садик ходит, там вот говорят, что это же потому, что у японки такой ребенок очень классный. Нет, заморачивается Котоми, чтобы вот это сделать, фундамент. Да? Потом расскажет сама, как она заморачивается. Или вот так. Вы же знаете, что японцы убирают за собой мусор после футбола? Да? Весь мир на это смотрел, просто в ужасе был. Как же это японцы классно делают. А они по-другому не умеют. Они когда встают, у них вот это вот, он как бы не отпускает их, пока там бумажку за собой не заберет. Почему? Потому что в фундаменте вон там заложили. Об этом сегодня расскажут, как они заложили. Это не потому, что японцы так рождаются. Поверьте мне, японцы такие же, как и мы. Они тоже люди, у них тоже есть эго, у них тоже есть вот это аймели, боловерит. Но у них есть фундамент, который делают педагоги. Вот.